Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире дебаты на телеканале АТВ со следующими кандидатами в Совет на пост советников муниципия Камрад. Василий Нейковчин, кандидат от Народной социалистической партии. Дмитрий Манол, кандидат в советники от Демократической партии Молдова. И Сергей Пашков, независимый кандидат в муниципальный совет. Здравствуйте, уважаемые участники! Здравствуйте. Для тех, кто не ознакомлен с правилами проведения дебатов, напомню, что дискуссия проводится у нас в свободной форме. Я единственное буду регулировать время между кандидатами, между ответами кандидатов. Всем кандидатам предоставляется по 10 минут. В конце программы у кандидатов есть возможность обратиться к избирателям. Ну что ж, если нет ко мне вопросов, начинаем дискуссию. Тогда мой первый вопрос, наверное, Сергей Пашков, с вас начнем, потому что вы в первый раз выдвигаете совет, да? Вот ваше решение, почему вы решили выдвинуться в совет, что вас побудило? Ну, вы знаете, что очень много работы в городе. Очень много работы делается. Я последние уже 7 лет работаю в общественном секторе, то есть в неправительственных организациях. Мы занимаемся тем, что пишем и внедряем социально-экономические проекты. Решили, что и наши знания, наши умения, опыт пригодятся и для развития родного города. Не можем уже оставаться в стороне. Надо что-то, не то что-то менять, но надо как-то форсировать события, надо как-то, наверное, усилить действия не только органов власти, но мне кажется, что здесь тот момент, когда надо уже объединяться все-таки с горожанами. Когда надо прекратить делить по партиям, по каким-то там, я не знаю, фракциям. Каждый из нас, неважно какую партию представляет, каждый из нас любит и заботится о своем городе. Поэтому, друзья, работать на благо развития нам сейчас города. нужно объединиться, не смотреть, кто какого окраса, и начинать уже работать, начинать что-то менять в нашем родном городе. Дмитрий, ваше решение баллотироваться. Значит, я хочу сказать, что я баллотируюсь в кандидаты советников от Демократической партии с целью улучшения инфраструктуры города, быта горожан. Являясь членом Демократической партии, я хочу, чтобы все поняли, что это партия, которая находится непосредственно у власти в Республике Молдова. Хочу сказать, что все глобальные проекты, которые мы хотим внедрить в городе, я поддерживаю программу Николая Харламовича Дудогла. Значит, все глобальные проекты, связанные с канализационной системой, с водопроводной системой, с обустройством дорог, значит, они с бюджетом города не могут быть реализованы. Нужна помощь центральных властей, помощь автономии. И вот из-за этого я считаю, что наши горожане должны помочь примару, проголосовав за Демократическую партию, за партию, которая находится реально у власти, которая реально сможет помочь нашему городу в решении дальнейших вопросов насущных. То есть вы считаете, что Демократическая партия поможет городу канализацией? Не только канализацией, но и дорогами, и всем. Я скажу вам, что мы, Николай Харламович, горожан, я последний раз ездил с ними, когда 350 человек выехало в монастырь Сахарну. Значит, чем мы были удивлены, монастырь очень красивый, но когда мы выехали за Кишинев, дороги совсем другие, не как у нас. И знаете, как люди сказали, говорят, вот наша власть... Живут же люди на свете. Да, живут же люди на свете, и они развиваются. И факт тому, что эти дороги... развиваться в нашей стране. Да, значит, эти дороги были сделаны в последние 2-3 года. Это не десятилетней давности дороги, а именно сейчас были сделаны. А у нас не делалось, потому что бывшее руководство автономии, оно постоянно конфликтовало с руководством республики. А мы живем в Молдове, мы за целостность Молдовы, за нашу страну. Но советники решают городские дороги, да? Я думаю, что при поддержке центральных властей мы сделаем и дороги. Но со своим бюджетом мы это не сможем сделать. Василий Савич, вы как раз нам про бюджеты расскажете, вы уже были в Совете. Вот, как формируется бюджет города, хватает ли тех денег, которые у нас в бюджете, и что мы можем построить на эти деньги? Можем дороги построить? Я, наверное, начну несколько с другого. Хотел бы поблагодарить избирателей города, что 4 года назад я был избран благодаря вашим голосам в муниципальный совет. И мне посчастливилось работать 4 года в этом составе под руководством нашего примара Николая Харламовича Дудогла.
У нас было большинство в Совете муниципальном, поэтому многие проблемы и задачи, которые ставились перед Советом и перед Примарией, удалось реализовать. Я отвечу и на другой вопрос, который мне задали вчера на одном из СМИ, почему я баллотируюсь. Дескать, я кирсовчанин. Напомню, что живу я в Камрате по улице Победы, 19. Мой телефон 23205. Если кто-то захочет меня увидеть, либо найти по этому телефону, он может это сделать. Там же прописана вся моя семья. 7 июня 1985 года я вернулся из Советской армии и начал свою трудовую деятельность в этом здании. В вашей студии располагалась централизованная бухгалтерия районного управления народного образования, в котором я начал работу инспектором. И все 30 лет я беспрерывно связан с Камратом. На разных должностях, в разных структурах. Работал в том числе и депутатом парламента Республики Молдова. Теперь возвращаясь к проблемам, о которых вы говорите. Я прослушал выступления практически всех кандидатов в примара, некоторых советников, и когда говорят, мы построим все дороги в городе, мы отремонтируем полностью канализационные сети, мы построим массу игровых площадок, мы сделаем то, мы сделаем все. Но игровых площадок еще можно. Я хотел бы напомнить несколько всего лишь цифр. Общая протяженность только дорог в муниципе Камрат составляет 146 километров. Из них 33 километра – это асфальтовый вариант. 70 километров дорог имеют щебеночное покрытие. Остальные – это грунтовые дороги. 1 километр дорог в асфальтовом варианте от начала до конца полный цикл дорог стоит от 10 до 15 миллионов леев. Для того, чтобы нам полностью завершить все дороги в городе, нам требуется 1,5 миллиарда леев. И помощь демократической партии. Не только демократической партии. Теперь о бюджете города. Собственный бюджет города составляет на сегодняшний день, с учетом изменений, которые мы внесли с началом этого года по итогам первого квартала 2015 года, составляет всего лишь 46 миллионов 720 тысяч. То есть на эти деньги, городские, собственные деньги, мы можем реально построить 4 километра дорог. Протяженность улицы Третьякова, начиная с площади до ее конца университета, составляет 4 километра 200 метров. То есть мы можем реально построить всего лишь одну улицу. И когда говорят, что мы построим все дороги, то это всего лишь сказки и выдумки, и не более. То же самое, силами бюджета. Силами бюджета. То же самое, когда говорят о том, что мы проведем водопроводные сети по всему городу. Напоминаю, у нас в городе существует 138 километров водопроводных сетей. Из них, опять же, огромные финансы. Из них 60% исполнено в полиэтиленовом варианте, причем это полиэтиленовые трубы пищевого назначения, которые были проложены в 70-х годах через огород. И двухкратное ежегодное хлорирование давно эти трубы съели. 10 километров – это столистые трубы, которые тоже проржавели полностью, их фактически не существует. Вот остальная часть – это асбестовый чугунный вариант, но они в основном проложены по основным магистралям 70-е годы. Это всего лишь 30 километров. Для того, чтобы сегодня проложить 100 километров дорог, нужно затратить не менее 20 миллионов леев. Теперь берем отдельно другой аспект канализации. Сегодня для реанимации канализационных очистных сооружений, которые у нас не функционируют с 1996 года, горожане, те, кто постарше, прекрасно помнят, как у нас были очаги холеры. Впервые тогда коллектор самотечный вышел из строя. Естественно, сегодня не работают. Они фактически работают только на прием стоков. А дальше эти стоки выбрасываются в реку Елпук и текут вплоть до Украины, до озера Елпук. И в 1996 году мы имели эпидемию холеры. Впервые центральная власть, благодаря усилиям Николая Харламовича Дудогла, который наладил нормальные взаимоотношения с центром, прежде всего с Министерством экологии господина Шалару,
нам выделили 20 миллионов на полную реконструкцию очистных сооружений. То есть уже деньги есть? Часть этих денег уже освоена, потому что работы начались в феврале прошлого года, и они идут уже более 1,5 лет. Идет поэтапно, этот проект разделен на 5 этапов, сейчас идет второй этап. Деньги выделяются центральным правительством. Но у нас еще есть одна проблема. У нас есть проблема канализации. Всего лишь 20% города имеет нормальные канализационные сети при неработающих очистных сооружениях. Соответственно, 80% домов нуждаются в строительстве этой самой канализации. Это нужно проложить ровно столько труб, причем 500-го диаметра, для того, чтобы принимать сточные воды, которые идут. Дмитрий Петрович говорил вчера на одной передаче. Сегодня в каждом доме есть обязательно баня, нет общественных бань, есть машина-автомат, которая принимает 60-70 литров. Мы посчитали, что ежедневно в город подается 4800 кубических метров воды. Для сравнения, это объем Комрадского озера. Куда уходят эти воды? Они уходят в грунт, они наполняют наши подвалы. Город может скоро просто всплыть в пойму реки Елпуг. И поэтому сегодня мы на пороге настоящей экологической катастрофы. И сегодня мы идем в совет от разных партий, потому что у нас большая команда, это 6 партий, которые заявили о поддержке Дудоглы, более 50 независимых кандидатов, для того, чтобы поэтапно все эти проблемы решать. Дмитрий, вы согласны, вот, если есть реплика по поводу канализации и водоснабжения, Значит, вот как вы видите решение? Значит, я вижу решение вопроса таким образом. Значит, для меня пример стал, сестра моя родная работала в Турции. И она просто между словом рассказала, что у них в домах везде есть техническая вода, которая более дешевая, и есть питьевая вода. Так. Мы, получается, что за 25 километров с Чокмайдана это гоняем сюда воду и сливаем ее туда, куда надо. Это очень хорошая питьевая вода. Значит, при строительстве канализационных систем и водопроводных, да, это факт, что они должны меняться все. Значит, самое дорогостоящее – это земляные работы. Значит, я считаю, что при постройстве канализационной системы должны сразу проложиться 2 ветки для водопровода. Это по сравнению цена канализационной трубы и водопроводной. Водопроводная, конечно, меньше диаметрами, она дешевле. И должны быть 2 ветки, одна с питьевой водой, а другая с технической. Техническую воду мы легко можем добывать, я считаю, что здесь на территории города. У нас вот старые скважины, даже если взять и пробурить, там, где вот вода, где эти подвалы, колодцы все полные, оттуда качать просто ее, центральный коллектор, если исправить, и мы можем нормально функционировать. И эту воду можно дать людям более дешевле? Конечно, она должна быть раза 3 дешевле, я уверен. Я хочу сказать более того, что значит, вот наши горожане возмущаются, что у нас дорогая вода. Да, она у нас дорогая, но она идет с большого очень расстояния. Она у нас 16 лет, а в Чадырлунге 16 с копейками, но подается техническая вода. Ту воду нельзя пить. Я не раз видел, что у них с крана нельзя воду пить, а у нас питьевая хорошая вода. Просто я говорю, мне очень жалко, что мы ее не туда пускаем, куда надо. Стиралки, автомат, вот как Василий Савич сказал, у нас же как бетонируется или даже не бетонируется, а делается со скатов эти сливные ямы доморощенным способом из шпалер дома. Эта вода куда уходит? В грунт, и мы все загаживаем. Мы кушаем оттуда плоды потом с деревьев и все остальное. Это неправильно. Должна быть канализационная система. Мы уже дошли до того уровня, я считаю, что садики, школы сделали, мы должны перейти на экологические проекты. И оно и будет, и людям работа будет, потому что пока построится это, кому-то зарплата, кто-то... Спасибо. Я просто хочу узнать мнение Сергея по этому вопросу, потому что это огромная проблема для города. И вот ваше видение, вот люди изберут вас советник, как вы видите решение этого вопроса? Решение водопровода и канализации? Да. Ну, как говорил вот Василий Савич, что если это соответствует действительности, что Министерство экологии выделило денег, и если их недостаточно, опять же, мы, во-первых, должны привлекать людей. Для сбора тоже контрибуция. Я не знаю, ну по 10 лет неужели каждый не скинется? Мы же для себя делаем. Это не 10 лет. Однако 23 тысячи по 10 лет скинуться, это уже какая-то часть будет. Это уже какая-то помощь городу, по крайней мере, но не все согласятся, я думаю, скидываться. По-любому. У нас, знаете как, у нас на словах все переживают, на деле, наверное, половина.
Поэтому мы будем искать дополнительные источники. У нас есть возможность писать гранты. Если мы рассчитаем, ну, есть же по-любому смета, есть все расчеты. Если каких-то средств не хватает, мы найдем возможность их найти. Мы найдем фонды, куда можно обратиться, напишем эти проекты и совместно это все решим. Все решаемо. В нашем, я вообще понимаю так, что у нас все решаемо. Единственное, что... Любой вопрос. Да, Найти у нас выход, да, любой вопрос можно решить. Вы понимаете, что очень редко идет решение вопросов. И очень много идет обсуждений. Очень много идет киваний. Вот эти вот, ну, постоянно, да, у нас постоянно какие-то споры. У нас идет, ну, будем, я не буду говорить конкретно за Камрад, вообще за Гагаузию. Может муниципальный совет идти против примара, да, и уже дела не решаются. У нас может примар не находить общий язык с Башканом, и уже вопросы не решаются. То есть у нас, казалось бы, маленький клочок земли, и нас всего 150 тысяч, и мы не можем здесь с собой разобраться и разрешить эти вопросы. Дальше, у меня есть такая точка зрения, что, мне кажется, нам надо до кишиневских властей донести одну такую простую истину. О том, что Молдова в первую очередь заинтересована, чтобы Гагаузия была развивающим регионом. Я могу как пример привести, допустим, Мне Россию. кажется, Да? сама Гагаузия должна быть в первую очередь заинтересована, Ну, это да, само собой. чтобы развиваться. Я, как пример, могу взять Россию. Да? Взять, допустим, ну, Северный Кавказ. Они просто бухнули туда кучу денег и сделали из проблемного региона, ну, процветающий. Здесь же, я думаю, что и Европа будет только за, что не будет Молдова постоянно ходить и просить эти деньги, клянчить на ремонт того, на ремонт того, а покажут успешную модель. Тем более, что уже 20, почти 5 лет в Гагаузии так демонстрируется Молдовой как успешная модель развития, разрешения межнациональных конфликтов. Да. Почему не сделать дальше? Почему им не увеличить сюда дотации? Почему не сделать из Гагаузии процветающий регион и показать тоже Европе? Смотрите, мы можем. В отличие от других стран, где идет грызня, где идет все это, мы работаем. Хорошо, но давайте вернемся в наш город, конечно, Да, чтобы вот успешно, чтобы, как вы говорите, чтобы город развивался, да, должны ли советники работать как бы в унисон, что ли, с примаром, потому что должны сами отметили, советники что... работать, да, в унисон и с примаром, ну, наверное, друг с другом, потому что если мы все-таки, я не знаю статистику вопросов, которые решались за последние 4 года в муниципальном совете, но надо посмотреть. И мне кажется, там, где вопросы касаются конкретно развития города, вообще не должно быть никаких этих стычек, никаких споров. Да, может где-то там что-то по продажам там, земли или по приватизациям каким-то, да, это возможно, там где-то бизнес ругается или кто-то, но по развитию города мы должны быть рядом, мы должны быть друг за друга. Если примар хочет сделать что-то полезное для города, не надо ему мешать, неважно с какой он партии, помогите ему, это ваш город. Да, ваша реплика, да? Я просто хотел дополнить Дмитрия Петровича и Сергея. У нас в советское время в городе было более 250 шахтных колодцев. И когда началось проведение водопровода с Чекмайданского водозабора, все эти шахтные колодцы, к сожалению, забросили. И в последние годы Примария взяла активный курс. Мы ежегодно выделяем 200 тысяч на реставрацию десятка или 2 десятков шахтных колодцев. И постепенно все колодцы, которые когда-то славился Камрад, потому что если помнят те, кто постарше, от переулка до переулка всегда было 2-3 колодца. Да. Причем с хорошей водой. К сожалению, мы их загадили, забросили, и вот сейчас идет реставрация. Кроме того, я отлично помню статистику, в городе было 24 башни Рожновского, это водонапорные башни, которые подавали в город воду. Это реализация той проблемы, о которой говорит Дмитрий Петрович, разделение воды на техническую и на чистую питьевую. И стоимость, конечно, воды будет разной. Кроме того, были резервуары чистой воды, куда для стратегических объектов закачивалась вода, и она хранилась для особых нужд. Тут нужно просто комплексно подходить к проблеме. Теперь же о самом совете и о взаимоотношениях с примарами, с региональной властью. К сожалению, если в совете нам удалось в Камрадском муниципальном создать большинство, которое последние 8 лет работало в унисон с примаром, и примария легко реализовывала любой предлагаемый проект, будь то ремонт садика, ремонт школы, строительство площади, строительство парка, строительство тротуаров. Тут проблем как-то не возникало. Когда есть устойчивое большинство в совете, проблема легко решается.
Я напомню одну лишь цифру. В 2004 году Николай Додугло начинал свою деятельность с бюджетом 7 миллионов. Сегодня этот бюджет составляет 47 миллионов. У нас количество экономических агентов в городе составило почти 2000 экономических агентов. То есть их стало больше, да? У нас их было в 4 раза. Он пошел по принципу разрешено все, что не запрещено. Помните известный принцип. Если мы сегодня будем идти по принципу, вот хочет человек открыть маленькую точку 1 на 1 квадратный метр, ему нужно разрешить. Во-первых, это рабочие руки. Помочь, чтобы он открыл. Во-первых, это рабочие руки, во-вторых, это платежи в бюджет, в-третьих, это предотвращение миграции населения. То есть я напомню, что сегодня более 6 тысяч камрачан находятся в постоянной или временной отлучке из Камрата. Их практически нет на территории города. И многие из них уезжают практически навсегда. Обживают Воронежскую, Курскую, Брянскую и другие области. Я как-то вчера с удивлением прочитал, что население Воронежской области увеличилось на 20% за счет притока мигрантов из Молдовы. Население Воронежской области. Гагаузские села. В том числе есть целые гагаузские поселения, в том числе и камрачан, которые осваивают все села. И второе. К сожалению, по-прежнему сохраняется чрезмерная политизация, особенно горожан и города. Мы все проблемы воспринимаем через призму свой-чужой. Даже та же проблема воды, я напомню, всего лишь, когда пришел иностранный инвестор и хотел вложиться в нашу канализацию, в наши водопроводные сети, в наши очистные сооружения, ездили все советники. Речь шла об инвестициях в 300 миллионов леев. Это почти 6 городских бюджетов. Почему этот вопрос не решился? Потому что сразу, Додугло продался, румыны придут, заберут нашу воду, отравят нас гагаузов. Ну, здесь эти глупости проходили в том числе и под руководством первого президента, некоторых политических сил. А что греха таить, это партия коммунистов Республики Молдова, собирали долой, иря. И в результате инвестор ушел в Бельцы, ушел в Сороки. Сегодня они там работают, они вкладывают туда сотни миллионов. Мы как были с проблемой, так и остались с проблемой. Я в этой связи хотел напомнить другой случай. Когда пришла компания Union Finosa, испанская компания, никому не известная. Мы сидели по 8-10 часов без света. Наши с вами дети готовили уроки при свечах, при керосиновых лампах. Если какие-то похороны, или я работал в райисполкоме, какие-то похороны случались, или кто-то родился, позвони, пожалуйста, директору РЭС. Пусть включит хотя бы на час свет, чтобы там приготовить, или проститься, или покрестить ребенка, или искупать ребенка. Я звонил, он говорит, завтра привезешь одну курицу и обязательно графин вина, и я так, может быть, включу. Какой адрес? Называй. И везли на завтра этот графин. Пришла Union Finosa, что наши столбы куда-то делись, наши провода куда-то делись. Заменились на новые. Заменились на новые, проводка меняется на новые. Сегодня у нас везде на 99% горит свет. Свет подается постоянно, бесперебойно. И никто не спрашивает, слушайте, а чей свет, в том числе у вас в студии, горит? А ведь это испанская фирма. Мы должны перестать пугать наших камрачан. Вот придут те или придут эти. Нам нужно думать прежде всего о том, как развить город. И тогда всем будет хорошо. И не надо забывать, что 14 июня мы не избираем ни внешний вектор, ни страновую ориентацию. Мы избираем хозяина города и избираем муниципальный совет. Сергей, вы согласны с таким? Можно я добавлю? Хорошо. Значит, я хочу сказать, что добавить к словам Василия Александровича. Мы избираем именно руководителя города, который будет направлять, который будет руководить развитием города, да, всеми процессами и с отношением к пожилым людям, и к детсадам и всем остальным. У нас есть такой человек. Понимаете, у нас есть готовый, опытный, какие возможности у него есть, не только у наших кандидатов, но еще возьмите 5 районов вокруг, сколько у них кандидатов есть, у них нет таких возможностей, как у нашего Николая Харламовича. Это и наработки и с Москвой. Я говорю, пока не политизировали нас до самых мелких косточек, Николай Харламович делал
с российскими городами побратимами. Он каждый год ездит в Чечню. В Чечню это не куда-нибудь, это не в какую-то пьяную деревню, это Чечня, да, и там с Кадыровым, со всеми встречается. В Турции, с президентом Турции знаком. Понимаете, это человек, который истинный патриот, это руководитель от рождения, который врожденный руководитель, вот так скажу. Он не проходил менеджерских курсов или что-то. Есть люди, которые учатся, и из них все равно менеджеров, руководителей не становится. А это человек, который врожден, который дано природой. Мне даже супруга моя работает в примарии, иногда бывает тоже я в чем-то ошибаюсь, рассказываю, делюсь дома, и она говорит, Николай Харламович так бы не поступил. Понимаете, это человек, пример для всех. Хорошо, спасибо. Сергей, скажите, вот что вам не нравится вот в городе, что бы вы изменили как советник? Я не могу сказать, что мне что-то не нравится. Знаете, со стороны, конечно, проще наблюдать и говорить, что да, вот я был бы в совете, я был бы примаром, да, я бы тут за 3 минуты из города сделал бы сказку. Я сам так говорил. Но при этом, все-таки даю себе трезвый отчет, что, во-первых, мы не знаем реального положения. То есть, не находясь у руля власти, мы не знаем ни реальных ситуаций, ни по бюджету, ни по расходу бюджетных средств, ни по всему остальному. И говорить, что там что-то сделано не так, это как минимум неправильно будет. Это минус в чью сторону сейчас? Нет информации или что? Здесь это не то, что минус в чью-то сторону, это недостаток житейского опыта. Если я никогда не занимался управлением какой-то компании, я не знаю, какие там проблемы, что-то может быть. То есть, приходя в общественный сектор, допустим, придя туда из бизнеса, для меня это была вообще новая отрасль, я всему заново учился. Здесь же я бы не то чтобы ходил, это мне что не нравится. Я, как уже сказал, нам нужно усилить. Город – это живой организм. Он постоянно растет, он постоянно развивается, меняется. И нам надо также гибко на это реагировать. На все эти изменения, на все это. Нам надо научиться не воспринимать друг друга в штыки все-таки. Нам надо научиться слушать и слышать друг друга. Потому что у нас, как правило, все дебаты строятся по принципу «сам дурак». Сказать, что был бы на месте Николая Харламовича другой бы примар, из города была бы здесь сейчас, я не знаю, сказка какая-нибудь, да, Дубай, я сомневаюсь. Знаю, что, я помню тот момент, когда Николай Харламович вообще пришел к управлению городом, помню за первые 4 года вообще насколько город изменился, да, потом, на мой взгляд, была, наверное, я не знаю, это ошибка или нет, излишняя политизированность, но опять же, мы говорим о том, что нам не нужен в городе политик, нам нужен в городе хозяйственник. Нам не нужен башкан политик, нам нужен хозяйственник. При этом мы понимаем, что невозможно управлять столицей Гагаузии, не быть политиком. Нельзя. Идите все лесом, я занимаюсь своим городом, мне ничего не интересно. Поэтому единственное, что надо здесь исправить, это консолидировать наши усилия. Собраться всем вместе. Заседания, наверное, все-таки муниципального совета делать прозрачными. То есть заранее объявлять, что вот в это, допустим, в четверг состоится заседание муниципального совета, будут рассмотрены такие-то, такие-то вопросы. И если есть какие-то предложения у горожан, они должны их внести. Должен быть, не знаю, может какая-то прямая трансляция. Да, вполне возможно, что прямую трансляцию можно даже делать. Ваш канал, я думаю, что силит. Очень хорошая идея. Вот, то есть нам нужно больше открытости. У нас из-за чего вся эта смута? Из-за того, что народ реально не знает, что делают власти. Не хватает информации. Всегда кажется, насколько им что же они там такое решают? Конечно, у нас есть уже такое устоявшееся убеждение, что человек у власти – это вор. Все. Смысл тогда вообще этих выборах? Давайте их отменим, мы каждый раз воров выбираем. Дмитрий, скажите, вот должны заседания быть открытыми? Конечно, полностью согласен. Значит, открытость – это залог успеха всего. Тогда снимаются все вопросы. Тогда даже вот голосование, оно советников, оно не должно быть тайным. Оно должно быть открытым, конечно, чтобы каждый человек поднял руку и чтобы видно было, за что он голосует. И он идет в ногу, он дает возможность развиваться, или же он лишь бы упирается, чтобы сам, как говорят, есть такая, сам не хам, и другому не дам. Личная ответственность уже появляется. Да, это нужно, вот Василий Салович сказал, что давать возможность людям развиваться. Не надо хотя бы препятствовать. Потому что самая большая ошибка, вот Татьяна Степановна, она менеджер у нас по продажам в Молтелекоме, она мне говорила, Дмитрий Петрович, говорит, у вас идеальный примар. Говорит, это человек, который не жадный, не скупой. Говорит,
Вот наш примар Бессарабки, говорит, попросили там валиться, отремонтировать крышу и там делать что-то. Говорит, не дал разрешения. Говорит, так оно и свалилось. Говорит, сколько земли простаивает, пустует просто. Продали бы кусочек земли, там сделали бы магазинчик или какое-то маленькое предприятие, что бы ни было, кафе. И оно, развитие идет, остаются люди, где-то работа появляется. И вот таким образом только надо добавить добро, чтобы люди развивались. Даже она рассказывала, говорит, перед парламентскими выборами, это Усатый сделал у них площадку, детскую площадку. Так 1 декабря примар на совете. Разрешения не было на постройку, демонтировать все. Что за бред? Понимаете? Василий Александрович, ваше мнение? Ну, касаясь транспарентности, открытости, в регламенте муниципального совета записано четко, все заседания муниципального совета являются, как правило, открытыми. Вы нам расскажите, как эти 4 года они были открыты? И второе, я лично, как освобожденный заместитель председателя совета, каждый раз вас приглашал на все заседания. Согласна. Не дадут соврать. Кроме того, на нашем сайте Камрад МД мы предварительно вывешивали перед заседанием распоряжение примара о созыве совета и перечень всех вопросов, то есть каждый желающий. Где вывешивали? На Камрад МД. Мог спокойно увидеть все вопросы, которые выносятся. Предполагаемая предварительная повестка дня. Значит, мы провели за 4 года 216 заседаний муниципального совета. Хотя по другим советам я интересовался у своих коллег из других советов, в том числе у Кишиневского. Они работают согласно регламенту, в котором написано не реже 1 раза в квартал. И так и работают. Вот Кишиневский совсем мало. Кишиневский муниципальный совет с трудом собирается раз в 4 месяца. Ну, не по 800 решений сразу принимают. Да, а мы провели за 4 года 216 заседаний. У нас на одном заседании принимается не менее 50 решений по тем или иным проблемам. Все СМИ присутствовали у нас, как правило, я не помню такого случая, чтобы мы кого-то удалили. Один раз было нарекание в адрес Гагаузинфо, и то подняли вопрос советники за то, что они исказили какую-то информацию о ком-то из советника или высказывание какого-то советника переврали. Но СМИ у нас должны по закону, и второе, у нас заседание всегда является открытым. Ни разу за 4 последних года не было голосований закрытых. Это не предусмотрено, во-первых, регламентом муниципального совета. Нет ни бюллетеней, ничего. То есть голосуется простым поднятием руки. Думаю, что каждый желающий, кто хочет ознакомиться с повесткой дня, спокойно может зайти в секретариат, либо любой интересующий его отдел, и узнать ту или иную проблему. У нас, к сожалению, народ часто руководствуется неофициальной версией, потому что после заседания совета наиболее важные вопросы также находят освещение. Раньше выходила газета «Столица», она была полностью посвящена муниципальной жизни. К сожалению, 2 года назад муниципальный совет принял решение о закрытии из-за отсутствия финансирования газеты. Очень жаль, что это произошло. И остался лишь сайт Камрад МД, на котором основные вопросы освещаются. Я надеюсь, что новый состав вновь примет решение и возобновит выпуск газеты «Столица», потому что столица города должна иметь свое лицо, свой печатный орган, и он опять будет выходить. И мы на каком-то из телевидений говорили, нагато кажется, Дмитрий Петрович, о том, что, к сожалению, гагаузское телевидение из-за чрезмерной политизированности нашего общества, вот один башкан, Камрад в изоляции, второй башкан, Камрад в изоляции. Сменилось башкан, сменилось руководство Народного собрания в разных политических лагерях. Должен быть час города, час примара. Мы часто устраивали, я вас приглашал, как ответственный за работу с прессой, приглашал вас раз в месяц на час примара. Вот, мы это практиковали. То есть частные компании эту работу выполняют? Частные компании эту работу выполняют, а общественные компании, к сожалению, нас не балуют своим вниманием, и поэтому зачастую некоторые вопросы
остаются за рамками. Было бы неплохо, чтобы все муниципальные советники, их 27, примар, заместители примара могли бы отчитываться либо в форме интервью на общественном телевидении, которое имеет больший охват, чем частные компании, могли бы выступать хотя бы раз в месяц о проделанной работе. Надо достучаться до всех, рассказать, обойти весь город, обойти все 27 округов, за которыми закреплены 27 советников, довольно сложно. Учитывая, что у нас в Совете только 2 освобожденных человека. Это секретарь Совета и 1 из заместителей. А остальные это, как правило, работники какой-то сферы. И они не всегда могут дойти до своих советников. Поэтому много слухов, много домыслов, много сплетен. И чтобы их развеять, думаю, что надо будет такую форму работы внедрить. Хорошо, ответьте мне на такой вопрос. В каких случаях может быть распущен местный совет? Если он не собирается на заседание более 3 раз, он может быть распущен. Более 3 месяцев. Вы как думаете, Дмитрий? Есть необходимость, законная если форма. они не выполняют свои обязанности? Это законная форма. Если я считаю, что совет должен быть распущен и примар распущен, если они не находят, идет конфликт. Значит, нужно по новой. Если не решаются городские вопросы. Если не решаются городские вопросы, постоянно идет игнорирование и с той стороны, и с этой стороны, оно должно. Но я думаю, что у нас такого не будет. Я вам скажу, что кто бы что бы ни говорил, но Камрад довольно-таки очень дружный город. Взять, допустим, исполнительную власть Чадырлунги. Что у них? У них ничего не принималось. У них совет в одну сторону, примар в другую. А у нас Николай Харламович молодец, он хороший организатор. Я говорю, даже вот говорили, что совет, может быть, не все его сторонники, но я уверен, что там 80% будет сторонников, долго пройдет в совет. Значит, если бы даже не было, он нашел бы все равно подход язык и все равно собрал бы большинство советов. Чтобы решались вопросы. Конечно, города, без этого никак. Сергей, ваше мнение по этому поводу? Ну, я согласен тут с Дмитрием, что если идет конфликт открытый между примаром и Мунсоветом, и работа стоит, надо переизбирать. Я был на заседании одного из совета, и это как раз совпало с парламентской кампанией. У нас вы присутствуете часто на заседаниях муниципального совета. Перед комиссией мы всегда печатаем повестки дня. Все заседания комиссии, профильных комиссий проходят ровно в назначенное время. Без заседания комиссии совет не собирается. Если принято решение комиссии, вопрос откладывается. Перед советом для каждого советника, в том числе и для прессы, печатается повестка дня, в том числе и принятое решение. Я был как-то в одном из населенных пунктов, не буду упоминать, дабы не обидеть примара. Кем олджек примар, дано истямером. И вот начинается, полчаса они ищут желающего, кто будет председателем совета. Будут вести собрание. Вот. Да, Потом нашли, все-таки уговорили кого-то. А он повестка варма, шинди я здесь. И вот еще полчаса они составляют повестку дня. И говорю, ребят, извините, если бы мы в городе, Камраде, проводили бы таким образом работу, я не говорю, что это самое, Николай Харламович нас бы просто взял бы как кутят и всех вышел бы на улицу. Просто бы выгнали. Вот, поэтому я удивляюсь, что вы так работаете, поэтому у вас в вашем населенном пункте так идет работа. Вы ничего не делаете, вы даже не умеете работать. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Но я надеюсь, что 14 июня будет избран профессиональный совет. Последние 2 года этот совет, при всех его за и против, были противоречия, были споры, были дебаты. Зачастую одна сторона соглашалась, но, как правило, она не соглашалась, она оказывалась в меньшинстве. Это в основном оппозиция из партии коммунистов и к ним примыкающие, но их 4-5 человек, которые голосовали по принципу а я против, потому что предложил Дудонго. То есть, по принципу, Баба Яга всегда против. Хорошо. Нужно какой-то механизм отзыва таких советников. Да, если есть вопрос, который реально нужен для города, и видно, кто не голосует за него,
А разве в законе не прописано, если... В законе Есть предусмотрена отзыв. в законе предусмотрена норма, что если советник пропустил 3 раза подряд заседание, такой советник отзывается по рекомендации совета. У нас были советники, которые не ходили 5 и 6 заседаний, но мы из чувства солидарности, все-таки коллеги, все-таки комрачане. СМИ не заметили, наверное. Не будем отзывать, они не ходили. Второе. Может быть отозван, если он не устраивает своих избирателей. Но для этого надо повторить всю обратную процедуру, равную выборам. 1/3 подписей, выражение недоверия этому советнику, проведение референдума, вотума недоверия и избрание нового советника. Эта ситуация затянется где-то на год. И поэтому люди терпят таких советников и не переизбирают. Это, кстати, проблема для всех сфер. Да, для всех. Врачи, масса прекрасных врачей у нас. Есть несколько таких, скажем, паршивых овец, которых покрывают. И портится общее впечатление о медицине. То же самое в полиции, с учителями, во всех сферах. Может, не везде нужна такая круговая порука? Отсюда вытекает другое понятие, я вернусь несколько к парламентской деятельности. Вот если бы было понятие императивного мандата, тут у нас смешанная система выборов, выдвигаются и партии, и независимые советники. Если бы был бы только партийный принцип, можно было бы ввести понятие императивного мандата. Мандат вручается не каждому персонально, а вручается партии. Не справился Манол или Нейковчин, отозвать решением партии ввиду того, что он не устраивает советник, и вручается следующему. Если не этот не справился, следующему. Вот так было бы правильно. К сожалению, у нас смешанная система. В парламенте присутствуют только партии, а внизу у нас выдвигается большинство независимых. И вот это несоответствие сфер должен быть либо смешанный и наверху, и внизу, либо должен быть одинаковый подход к избранию, партийный и снизу, и доверху. Тогда не будет такой поляризации. Мы понимаем все прекрасно, что партийность на уровне местных органов – это условность. Сегодня я представляю Народную социалистическую партию. По одной причине я знаю ее основателя Виктора Степаняка. Давно мы вместе начинали партию коммунистов, а потом мы разошлись с Ворониным и ушли в разные стороны. Дмитрий Петрович представляет демократическую партию. Но мы оба... уже независимый. Да, он независимый. Мы с Дмитрием Петровичем являемся сторонниками Николая Харламовича Дудоглы. И, естественно, мы, представляя разные политические течения, может быть, с некоторыми разностями в идеологиях, мы представляем одного и того же кандидата. Естественно, будем желать... Чтобы развить город. Чтобы развить город. Все на благо города, да. Как говорится, да? Ну что ж, уважаемые участники, сейчас у вас есть пару минут, чтобы обратиться к вашим избирателям и убедите их, чтобы они голосовали за вас. Сергей, пожалуйста, вам слово. Дорогие друзья, осталось меньше 2 недель до выборов. К нам всегда обращаются, говорят, голосуйте не умом, голосуйте сердцем. Я хочу сказать обратное. Голосуйте умом. Смотрите, что этот человек делал, что он может сделать, как он может изменить город в лучшую сторону. И кого бы ни выбрали, пожалуйста, давайте мы все объединимся и будем поддерживать, будем вместе сообща развивать наш город. И тогда все будет здорово. Спасибо, Дмитрий. Дорогие горожане, дорогие друзья, коллеги, все комрачане. Значит, хочу сказать вам, что проголосовал за демократическую партию. Вы проголосуйте за нашу совместную работу с центральной властью Республики Молдова. Что проголосовал за демократическую партию, мы сможем продвинуть наши все глобальные проекты. Глобальные проекты, это я считаю, что канализационная система, водопроводная сеть, дороги. Программа «Минимум» у меня, значит, будучи советником муниципального совета города Камрад, значит, выполнить 2 площадочки. Одну волейбольную по улице Солнечная, вторую детскую площадку в районе бензовода, а также озеленить вокруг бензовода. Мы эту работу начали делать благодаря Николаю Харламовичу Дудоглу. Он разрешил тогда 70 соток леса посадили, там больше 1000 деревьев. Я думаю, что у нас город будет самым красивым городом Молдовы. Нам нужно развить этот успех, который есть. Нам и так завидуют все. Нам говорили, что мы не будем выбирать Башкану Дудоглу, потому что Камрад и так красивый. Так, слава Богу, что так и сделали. Дудоглу разовьет дальше наш город, и наш город будет самый красивый, самый достойный. И молдавские власти будут привозить сюда все делегации и показывать, что вот у нас есть такой город. 14 июня
вы будете выбирать новую власть на очередные 4 года. Камрад, как и в прошлые годы, вошел в число рекордсменов. У нас вновь самый длинный бюллетень. Его длина составит более 2 метров. 80 участников, это 69 независимых кандидатов в советники, 11 партий претендуют на 27 муниципальных мест. Я сегодня призываю вас поддержать те команды, которые нацелены на развитие, которые начинали это развитие и намерены его продолжать. Я призываю вас поддержать в первом бюллетене, который вам выдадут за примара, поддержать кандидатуру нашего депутата парламента, нашего независимого кандидата Николая Харламовича Дудова, потому что считаю, что другой кандидатуры просто в городе нет. Николай Харламович показал свою возможность преобразить этот город и сплотить людей во имя преображения города. И я предлагаю проголосовать и за наших кандидатов от Народной социалистической партии. Николай Харламович находится на 4-й позиции в избирательном бюллетене за примара. Наша партия Народная социалистическая также на 4-й позиции в избирательном списке за советников. Наш символ – раскрытая книга, и поэтому нас очень легко будет найти. Я думаю, что мы станем вашими надежными союзниками, мы станем проводниками ваших желаний и ваших идей в муниципальном совете. И, как сказал Дмитрий Петрович, у меня тоже есть несколько желаний. Нам удалось в городе наконец-то реализовать мечту, о которой я говорил, и знает вот и Сергей. В городе начали строиться новые православные храмы. Заложен Преображенский собор в сторону Ферапонтьевки, строится Свято-Ильинская церковь, построена воскресная школа возле Иоанна Предтеченского собора. И я очень хочу, чтобы в городе было построено еще несколько православных храмов. И мы уже вели переговоры с православными советниками, вели эти переговоры и с кандидатами от других партий для того, чтобы эти идеи поддержать. Без возврата тех устоев, которые были у Камрада, без возврата православных ценностей, Камрад, как столица Гагаузии, как столица гагаузов, тюркского православного народа, просто не состоится. Поддержите нас, а мы ваши надежды оправдаем. Отведенное время для дебатов подошло к концу. Я благодарю вас всех за участие в наших теледебатах. Напомню для телезрителей, что в сегодняшних дебатах приняли участие Василий Нейковчин, кандидат от Народной социалистической партии, Дмитрий Манол, кандидат в советники от Демократической партии Республики Молдова, и Сергей Пашков, независимый кандидат. Еще раз вас благодарю за участие. Дебаты провела Елизавета Ротарь. Благодарю вас за внимание. Спасибо.